И, конечно, дни рождения великих наших индусских писателей, драматургов, а так как театр очень тесно связан с нашими ингушскими писателями, мы сегодня решили день 3 марта, считается Днем писателей, решили сегодня посвятить этот день нашему старому знакомому. К сожалению, его сейчас нет в живых. Вы сейчас знаете, о ком я говорю. Это Саид Идрисович Чахкиев. Он очень много написал для детей сказок. Читали вы? Да. Какие сказки помните? Нет, Саид Чахкиев писал здесь для вас, для наших детишек. Сказки. Это сказки, я вам сейчас перечислю. Горская сказка. Рамис и Ната. Ничего не бойся, Зураб. И, конечно, волшебная шапка. Мы, как театр кукол, вначале мы так и был театр кукол, сейчас он театр юного зрителя, поставили по его пьесе сказку, спектакль «Аншамахмуте». Может быть, кто-то видел, а может быть, сегодня вы увидите эту сказку. Но мы хотели бы память о Саиде Чахкиеве, чтобы у вас тоже остались хорошие впечатления. Ведь он, когда писал эту сказку, он думал о вас, о тех детишках, которые вдруг столкнутся с какими-то препятствиями в жизни, и как их нужно преодолеть. А вот как преодолевали эти всякие тяготы, да, в жизни, наши артисты, актеры вам покажут. Но в знак такого, знаете, нашей дружбы я хочу вот в майской школе, которая очень часто у нас бывает, и мы их приглашаем, мы вам дарим волшебные сказки в буфете. Будете передавать друг другу. Это такой большой обзор наших ингушских сказок. Память, да? Читайте, передавайте друг другу. И, конечно же, хотелось, чтобы вы были знакомы с нашими историческими сказками, древними сказками. Ведь наши древние сказки начинались еще ребята в 6 веке нашей эры. Они очень интересны. Звери превращались в людей, люди превращались в зверей. А почему это происходило? Вот в этих сказках мы описаны. И, конечно, я сегодня, пользуясь случаем, хочу вам представить, у нас в 10-й школе создается кукольный кружок. Это на базе вот этой школы руководитель их, Люда, решила собрать детишек. Вот их 5-6 человек, по-моему. Это будущие актеры, наверное. Они готовят свой спектакль «Колобок». А это очень прекрасно. Вы также в школу можете создавать свои кружочки кукольные. А мы будем приходить вам и помогать. Поэтому большое спасибо и вам. И, конечно, я вам хочу подарить Галга Халка или Жяхаш, Галга писатель Язяхан, стихотворение Адла или Ждеш. Это в вашей школе. Спасибо. Потом мы вам подарим на открытие тоже волшебные сказки Ингушетии. И, пользуясь случаем, хочу, чтобы вы понимали, что в театре, когда вы приходите, когда начинается спектакль, есть чипсы нельзя, да?